Открытие этих отделений позволит нам поднять на качественно новый уровень нашего здравоохранения. Мы понимаем огромную ответственность, поскольку как будут работать эти отделения, зависит судьба наших маленьких пациентов. Мы переложили все усилия, чтобы начать первоначальный этап, самый трудный и первоначальный этап сердечно-сосудистой хирургии. Хотелось бы отметить, что за предыдущие годы нашими хирургами прооперировано около 400 детей в составе отделения сердечно-сосудистой хирургии клинического центра. В новом отделении сердечно-сосудистой хирургии педиатрического центра будут работать воспитанники Национального научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Вакулева, благодарные ученики академика Лео Антоновича Бакелия, профессора Алексея Ивановича Кима, и я уверен, что совместными усилиями мы одолеем все трудности. Тем более для этого у нас созданы все условия. И самое главное, у нас есть понимание и поддержка со стороны руководства республики, со стороны Министерства здравоохранения и, наконец, со стороны общественности. Расширение отделения реанимации новорожденных прежде всего продиктовано реализацией национальной программы по ухаживанию детей с экстремально низкой массой тела. И мы надеемся, что нам удастся снизить показатели младенческой смертности. И сегодня мы открываем кабинет, где установлен аппарат голландской фирмы Philips Royal с великолепными возможностями. В данном аппарате реализованы такие новейшие технологии, как исследование проводящих путей центральной нервной системы, мультифузия всего тела, предназначенная для обнаружения злокачественных опухолей. Он может обслуживать на 30% больше пациентов. Теперь якутянам не придется выезжать за пределы республики, потому что появляется возможность диагностировать сложные заболевания здесь, в Якутске. Константинова Олега Валерьевича, заведующего отделением сердечно-сосудистой хирургии педиатрического центра государственного учреждения Республиканская больница номер 1, Национальный центр медицины. Сказать слова благодарности всему медицинскому персоналу медицинского центра, а особенно хотела бы выразить благодарность врачам и медсестрам отделения выхаживания недоношенных и новорожденных за то, что они подарили мне радость материнства и не только 10 лет назад, но и 16 лет назад тоже. Вот они обе стоят здесь у меня. Они подарили мне замечательных девочек. И хотелось бы выразить благодарность правительству Республики Саха-Якутия, что они не забывают это отделение, что не забывают Центр национальной медицины, особенно перинатальный центр, и помогают таким мамочкам, как я, так сказать, с особенностями здоровья, ощутить эту радость материнства и вырастить замечательных детей. Огромное вам спасибо. Анечка прочитает стихотворение Ивана Мигалкина «Пока танцуют стерхи».
Пока в якутском языке мысль искрометная рождается, танцуют стерки в песке, и гением птицы заливаются. И будут жить земля и дом, покуда летом высушающим, прольются небеса дождем, плодоносящим, освежающим. Пока зимой в моем краю земля суровым путом, с надеждой светлую смотрю я на родимую Якутию. Пока родители глядят на сон счастливого младенца, пока в музеях не горят воспоминания светлых детства, пока живет среди людей история любви и самосожаления, пока в Якутии своей, как сын, питаю уважение. Ты будешь в сердце у меня, такой юную и чистую, ты будешь в жизни у меня, моя единственная отчизная. Молодец! Впереди еще открытие большого перинатального центра. Да? Мы идем навстречу такому большому событию. Мы все любим наших детей, защищаем их. И более того, у нас новый же ведь министр, он тоже детский хирург. Да? Все у нас в медицине в Якутии делается только для детей и ради детей. И я хочу в этот торжественный день тоже от себя, от нас, от правительства республики вручить цветы родителям, а маленькой Анечке то, что она хотела, роликовые коньки. Можно? Да, маленькие ролики. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо!